Талантливый человек талантлив во всем. Именно на такие мысли наводит первая фотовыставка известного певца Александра Шоуа. Автор 48 снимков в исключительно черно-белых тонах признается, что давно вынашивал идею персональной выставки. На фотографии он увлекся еще в детстве. Все свои работы Александр Шоуа снимает на пленку и сам же проявляет. Эти фото все без исключения ценны для меня. Они отрывки моей жизни, моих мыслей, говорит он. Все фотографии из разных мест, включая Абхазию, Израиль, Палестина, Италия. Причем и острова Италии тоже здесь есть. И Тунис, и верховье Туниса, бывший Карфаген, так скажем, то есть великое государство. Эти фотографии маленькая доля того, что я хотел бы представить. Это какие-то интересные моменты из моей жизни, которые я увидел, которые захотел оставить. На снимках, которые притягивают взгляд, пейзажи Абхазии соседствуют с улицами Израиля, по которым ступала нога Иисуса. Портреты детей с портретами знаменитых на весь мир людей. Фотовыставка, несомненно, позволяет судить о богатом внутреннем мире творческого человека. Он вот таким маленьким мальчиком вырос на моих глазах. Это был уже с детства одаренным ребенком, способным. И вы сами видите, чего он добился. Черно-белые фотографии имеют свойство завораживать. Сложно заключить в словесные рамки ту неуловимую, тончайшую энергию, идущую от черно-белых монохромных фотографий. Однако их автору удалось донести до каждого посетителя выставки частичку своей души. Фотографии очень живые, видно, что они сделаны не на цифру. На многих фотографиях главные герои – это люди. И каждая фотография несет какой-то смысл и позитив. Все представленные картины мне очень понравились. Хоть они и черно-белые, мне кажется, что, смотря на каждую картину, хоть она и черно-белая, можно понять, какие краски цветные там были. В каждой картине, не знаю, душа автора, но мне очень понравилось. Помимо просмотра фотографий, у посетителей выставки была замечательная возможность получить копию понравившейся работы, прикрепив к ней записку с личными контактами. По словам Александра Шоуа, выставка «Книга путешествий» первая, но не последняя. Автор будет и дальше совершенствоваться, являясь примером того, что детская мечта имеет обыкновение сбываться, когда перестает быть мечтой и становится целью.